четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки, могилевчане и витебчане. Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы, именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас, гродненцы. Спасибо вам, минчане. Терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции. Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на эту площадь. Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что завтра в школу. И у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внуков к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел вон из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов лошадей. Я не сторонник улиц лошадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. К сожалению, здесь, в парламенте, мы уничтожили то, что было дано нам Богом, свою огромную, великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы просили кусок хлеба, вы просили $20 заработной платы, вы просили запустить, раскрутить заводы, спасти их, вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село, чтобы вы могли работать в деревеньке, чтобы было молоко и мясо и хлеб на этих минских прилавках. Заводы и фабрики. Вы просили тогда не отнимать у крестьян землю. Вы просили не уводить в платную медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу.
отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное, независимое государство впервые в нашей истории. Время выбрало тогда нас, и мы это сделали. Обращаться к вам и не только, вообще не к вам. Я хочу обратиться, называя их на «вы», к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и, может быть, кого сегодня нет на площади. Я хочу спросить у вас, чего хотите вы сейчас? Первое. Хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких? Каких? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем. Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках. Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация. На полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу. Мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их. Разве это нормально, солдаты? Нам предложили ланцуг, нам предложили цепь от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Это ланцуг, санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х, и за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Его создали уже за рубежом, целых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море. И сейчас в Америке сидит
руководит одной из них. 3 их там. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать. Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять в плетки. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет, без меня, я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду то, что создано нашими с вами руками на его уничтожение. Этому не бывает. Но у меня, как и у вас, у всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве. Плохо, совсем хорошо, лучше, но на своей земле, своим умом. Но я вам должен это сказать, поскольку вы приехали сюда из далекого Брагина. Вы приехали из Малави. Вы приехали из севера нашей страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности сказать вам всем. Да, вы проводили жесткий курс. Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Власть такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам все говорю. Пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями. Мы брали оружие, нас было единицы, и мы их копасили на дорогах. 32 банды в Минске, огромное количество на Брестской трассе, ворюги бандитов, которые убивали наших людей. Но их за полгода всех убрали. И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки молодежи Минской, вы об этом хоть слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми? Как они брали последние деньги, отбирали? Как они стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, с чего это стоило? Они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю, 32 банды, которые мы уничтожили, вот с этими ребятами, ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли на войну. Вы просили у меня совсем молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши жены. $20, Александр Иванович, 20.
детей кормить нечем. Мы дали больше. И только слепой этого не видит. Да, мы не богатые, но не $20. Как можем, так живем, но на своей земле. Вы просили учить детей. Вы просили лечить людей. Учим и лечим. И лечим не может трудиться, как показала история недавняя. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки, учителя, врачи, творчая интеллигенция. Пойдите, возьмите голову в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Мы не остановили страну, ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят за это нас. Меня и сегодня еще упрекают. Не той шлях, а посмотрите на них. Нема социальной дистанции. Дистанцировались они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду. Они наплевать хотели на маски и дистанцию друг от друга. Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел. Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Не может быть. Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал, окунемся в это болото. Не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы, погибнем, и этого хотят там, за границей. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто? Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил. Власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы, как всегда, горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы, перевернем страну. Государственным служащим, всем, кто стал рядом с Лукашенко, предупреждаю, играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя нашей интеллигенции способны защитить себя сами и защитят и свои земли.
надо готовиться к школе. Не трогайте врачей. Они не должны сегодня из красных зон, еще ковид никуда не ушел, приходить куда-то и оправдываться. Не трогайте журналистов, государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай Бог что-то случится, ответите сполна. Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну, мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем! Но я реалист. Я реалист. Послушайте меня. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать. Все Брестской крепостью страну не отдадим. Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно. Сегодня, ибо завтра будут за нас думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали. Поддержать не только меня, но и защитить страну. Не жалейте этого времени, что вы потратили для того, чтобы приехать сюда, в центр Москвы. Ценность вот этого более чем 50-тысячного действа еще и в том, что меня вдохновляет. Вы этим показали, кто в доме хозяин. Вы слышали их голоса. Мы понимаем, это меньшинство. Но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства. С нашим мнением. Они кричат мне, уходи. Не вопрос. Не вопрос. Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Четверть века я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. Не вопрос. Не вопрос, не вопрос. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить? Не вопрос. Но убивать и обтирать они будут нас, детей. Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять? Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь. Не убивайте свое будущее своих детей собственными руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, настало время вам решать. Я хотел бы спросить у них, что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. И помните, загубите не Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца.
вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого. И помните, я обращаюсь к ним, а вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер, потому что, как учит история, на пепелищах будущего никогда не построите, будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сегодня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать. Мы ни от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом. Мы со всеми вопросами разберемся. Я вас предупреждал. Выборы будут интересными. А после выборов будет еще интересней. Как в воду смотрел. Берегите, берегите Беларусь. Берегите, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили свой путь вот до сегодняшнего дня. А им что оставим? Время серьезное. Время очень серьезное, поэтому я вас сюда позвал. Я вас позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы вы поддержали сегодня людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее. Имейте в виду, сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором. Лукашенко такой. У него где-то деньги, у него где-то дома. Не прошло. Где-то заболел, где-то уже помер. Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал. Никогда. И я вас никогда не предам. Спасибо, что вы показали, что вы хозяева избрательно, легкомысленно, определенного месяца. Вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут помнить то, что вы собрались здесь. Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни. Вы этого заслужили. Ничего там не получится. Вы никогда не восстановите страну. Спасибо вам, ветераны, за вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня верой. Спасибо вам, солдаты нашей армии, за мир и покой. Спасибо вам.